Когда этот огромный, разъяренный мужик увидел исполосованную спину моего сына, он вдруг остолбенел, словно увидел призрака, и вся краска мгновенно схлынула с его багрового лица. Его губы задрожали, кулаки разжались, и вместо очередного проклятия он выдавил хриплый, срывающийся шепот. «Господи, так это ведь я. Я вынес тебя из того огня». В этот момент густая тишина на кухне стала тяжелее свинца, и я понял, что наша вражда только что превратилась во что-то гораздо более страшное, глубокое и неотвратимое. Меня зовут Андрей. Мне 38 лет, но если вы посмотрите мне в глаза, то увидите там старика, который прожил уже 3 жизни, и 2 из них закончились трагедией. По паспорту я инженер-проектировщик вентиляционных систем, человек цифр, чертежей и точных расчетов. Но по сути, моя настоящая профессия, мое призвание и мое проклятие последние 7 лет — быть живым щитом. Щитом для моего сына Ильи. Мы живем вдвоем в этом огромном, равнодушном мире, где внешность ценится дороже золота, а любое отклонение от нормы карается жестокостью, на которую способны только дети и звери. Хотя нет, звери убивают ради еды, а дети травят ради развлечения. Мы переехали в этот город 3 месяца назад. Типичный российский областной центр. Серые панельные дома, бесконечные пробки, вечно хмурое небо и люди, которые смотрят либо себе под ноги, либо в экраны смартфонов, лишь бы не встречаться глазами с реальностью. Мы сбежали сюда не от долгов и не от закона. Мы сбежали от воспоминаний. В нашем старом городе каждый угол, каждая скамейка в парке и каждая витрина магазина кричали мне о Елене, о моей жене, о матери Ильи, которая осталась там, в том проклятом августе, когда старая проводка в дачном доме решила, что наша счастливая жизнь длилась слишком долго. Будильник на тумбочке зазвенел ровно в 6:30. Звук был мерзким, пронзительным, специально подобранным мной, чтобы вырывать из липких кошмаров, которые посещали меня с завидной регулярностью. Я открыл глаза. За окном была непроглядная ноябрьская темень. Дождь, мелкий и нудный, барабанил по жестяному отливу подоконника, выбивая ритм безысходности. «Подъем, Андрюха!» — прошептал я сам себе, с трудом отрывая голову от подушки. «У нас сегодня бой». Я встал, чувствуя, как хрустят колени. Холодный линолеум обжег ступни. Первым делом на кухню поставить чайник. Щелчок кнопки, голубоватая подсветка индикатора — единственный уют в этой съемной двушке с бабушкиным ремонтом, которую мы теперь называли домом. Пока вода закипала, я достал из холодильника наш боекомплект. Это был не завтрак. Это была пластиковая коробка с медикаментами. Я прошел в комнату сына. Илья спал, свернувшись калачиком под одеялом с принтом «Звездных войн». Ему уже 11, но во сне он выглядел совсем крошечным, как тогда, в 3 года. Я присел на край кровати и коснулся его плеча. «Илюш, сынок, пора». Он проснулся мгновенно. Никаких капризов, никакого еще 5 минуточек. Дети, прошедшие через реанимацию и бесконечные пересадки кожи, взрослеют иначе. У них нет детства в привычном понимании этого слова. У них есть режим выживания. «Доброе утро, пап». Его голос был хриплым со сна. «Доброе. Давай, поворачивайся». Илья послушно сел и стянул с себя пижамную футболку. Я включил настольную лампу, и свет упал на его спину. Даже спустя 7 лет я каждый раз вздрагиваю внутри, когда вижу это. Мое сердце пропускает удар, а к горлу подступает тошнота, смешанная с яростью и бессилием. Спина моего сына не была кожей. Это была геологическая карта катастрофы.
Бугристая неровная ткань, стянутая килоидными рубцами, оттенки которой варьировались от бледно-розового до багрово-фиолетового. Шрамы начинались от поясницы, змеились вверх по позвоночнику, захватывали левую лопатку и переползали через плечо на шею, останавливаясь всего в сантиметре от линии челюсти. «Как сегодня? Тянет?» — спросил я, выдавливая на ладонь дорогую увлажняющую мазь с силиконом. Тюбик стоил как хороший поход в ресторан, а хватало его на неделю. «Немного», — тихо ответил Илья. «Слева, где лопатка. Погода меняется». Я начал втирать мазь. Мои движения были отточены годами практики. Я знал каждый миллиметр его боли. Кожа под моими пальцами была жесткой, неестественно плотной, лишенной той бархатистости, которая должна быть у ребенка. Это была броня. Броня, за которую он заплатил страшную цену. «Сегодня холодно», — сказал я, стараясь заполнить тишину, которая всегда возникала во время этой процедуры. «Надень плотную водолазку, ту, синюю. Она мягкая, натирать не будет». «Пап», — Илья дернул плечом, — «в школе жарко. Можно я рубашку надену?» «Рубашка просвечивает, Илья. И воротник низкий, ты же знаешь». Он замолчал. Я чувствовал, как напряглись его мышцы под моими пальцами. «Я не хочу быть как капуста», — буркнул он. «В новой школе все будут смотреть». «Пусть смотрят на твои знания», — отрезал я, хотя сам понимал, какую чушь несу. Дети смотрят на одежду, на телефон, на прическу. А если увидят то, что под одеждой... Илья, мы это обсуждали. Новая школа, новые правила. Давай не будем давать им повода для вопросов в первый же день, хорошо? Он вздохнул, тяжело, по-взрослому. Хорошо. Закончив с мазью, я помог ему надеть специальное компрессионное белье, еще один слой пытки, который нужно носить, чтобы рубцы не разрастались. Сверху пошла та самая плотная темно-синяя водолазка с высоким горлом. Теперь, если не приглядываться, Илья выглядел как обычный худой подросток. Только взгляд выдавал. Взгляд человека, который видел, как плавится потолок над его детской кроваткой. За завтраком мы почти не разговаривали. Илья вяло ковырял ложкой овсянку. Я пил крепкий черный кофе, глядя в окно на серую пелену дождя. Сегодня был первый день в средней общеобразовательной школе номер 42. 5 класс. Середина второй четверти. Худшее время для перевода, но у нас не было выбора. Работу мне предложили срочно, а дистанционка в старой школе закончилась. «Волнуешься?» — спросил я, ставя кружку на стол. «Нет», — соврал он. «Я тоже волнуюсь», — честно признался я. «Это нормально, Илюх. Но ты помнишь наш договор? Если кто-то лезет, игнорировать. Если лезут с кулаками, бей первым или беги к учителю. Если спрашивают про шею, говори, что ожог кипятком в детстве». «Правильно. Чем меньше подробностей, тем меньше интереса. Людям скучна правда. Им подавай шоу. Мы им шоу устраивать не будем». Мы вышли из подъезда в промозглую сырость. Наш старенький Ford Focus завелся с третьей попытки, недовольно чихая. Пока прогревался двигатель, я смотрел на школу, видневшуюся в конце квартала. Типовое трехэтажное здание буквой «Н», огороженное ржавым забором. На крыльце уже толпились дети. Яркие пятна курток на фоне серого бетона. Крики, смех, толкотня. Обычная жизнь, от которой нас с Ильей отделяла невидимая стена. «Пап, не провожай до класса», — попросил Илья, когда мы подъехали к воротам. «Я не маленький. Я только до турникета. Документы отдам в канцелярию», — пообещал я. Мы шли по школьному двору. Я чувствовал, как Илья инстинктивно втягивает голову в плечи, стараясь стать меньше, незаметнее. Он натянул ворот водолазки почти до ушей.
Я положил руку ему на плечо, сжимая его крепко, уверенно. «Я здесь, я рядом, я не дам тебя в обиду», — хотел сказать я, но промолчал. Слова ничего не значат. В вестибюле пахло хлоркой, сменной обувью и столовской выпечкой. Вечный запах всех российских школ. Охранник, скучающий мужчина с кроссвордом, лениво кивнул нам. «Новенькие?» — спросила вахтерша, принимая у Ильи куртку. «Да, в 5 Б», — ответил я. Илья переобулся, закинул рюкзак на плечо. Он выглядел таким одиноким среди этого муравейника. Мимо пронеслась стайка девочек, хихикая и глядя на него. Потом группа парней постарше, толкающих друг друга. Илья замер на секунду, поправил воротник, глубоко вздохнул и повернулся ко мне. «Ну, я пошел. Удачи, сын. Я заберу тебя в 2. Звони, если что, сразу звони». Он кивнул и растворился в потоке учеников. Я стоял и смотрел ему вслед, пока его синяя водолазка не скрылась за поворотом лестницы. Внутри меня ворочалось тяжелое, липкое предчувствие. Знаете то чувство, когда вы видите, как надвигается гроза, но у вас нет зонта и спрятаться негде? Я вышел из школы, сел в машину, но не завел двигатель. Я сидел, вцепившись в руль до побеления костяшек, и смотрел на окна 2-го этажа. «Лена», — прошептал я в пустоту салона, — «помоги ему там, присмотри за ним, потому что я здесь, внизу, и я ничего не могу сделать». Я не знал тогда, что именно сегодня, в этом самом классе, начнется ад, который приведет меня на чужую прокуренную кухню, к разговору, который перевернет наши жизни. Я не знал, что среди 30 учеников 5 Б сидит тот, кто решит, что шрамы моего сына — это отличная мишень. Его звали Денис, и у него тоже была своя история, о которой я узнаю слишком поздно. А пока я просто включил дворники, смахивая с лобового стекла слезы осеннего неба, и поехал домой работать, ждать и надеяться, что этот день пройдет спокойно. Как же я ошибался. Вернувшись домой, я погрузился в ту вязкую, давящую тишину, которая бывает только в пустых квартирах в разгар рабочего дня. Это была не мирная тишина отдыха, а напряженное безмолвие ожидания. Стены нашей двушки, оклеенные старыми выцветшими обоями в цветочек, казалось, впитывали мою тревогу. Я сел за рабочий стол, шаткую конструкцию из ДСП, которую мы купили на Авито за копейки, и открыл ноутбук. На экране висели чертежи системы вентиляции для торгового центра где-то в Новосибирске. Красные и синие линии, цифры, расчеты потоков воздуха. Обычно эта работа успокаивала меня своей логичностью. Если ты все рассчитал верно, система будет работать. В жизни таких гарантий не существовало. Я пытался сосредоточиться на сечении воздуховодов, но мысли неизменно возвращались в школу номер 42. Как он там? Нашел ли класс? Не забыл ли сменку в раздевалке? Не слишком ли пристально смотрели на него, когда он отвечал у доски? Мой телефон лежал рядом с клавиатурой. Черный прямоугольник, который в любой момент мог взорваться звонком от классного руководителя или школьной медсестры. Каждый раз, когда экран загорался от случайного уведомления, спам от банка или рассылка магазина, мое сердце подскакивало к горлу. Около 11 часов телефон коротко блямкнул. Это не был звонок. Меня добавили в чат. Родители 5 Б. Я открыл мессенджер. Сотни сообщений посыпались водопадом, загружая историю переписки за последние дни. Это был отдельный мир, живущий по своим жестоким законам. Родительский чат.
Место, где взрослые люди мгновенно теряли разум, споря о цвете занавесок или подарках учителям. Уважаемые родители, напоминаю, что нужно сдать по 500 рублей на нужды класса до пятницы, писала некая Светлана Валентиновна, судя по аватарке, женщина с очень высокой прической и очень решительным взглядом. Председатель родительского комитета. Власть и закон в одном лице. «А новенький папа уже в чате?» — спросил кто-то под ником «Мама Оленьки». Я набрал текст, стараясь быть вежливым. «Добрый день. Я папа Ильи. Андрей. Деньги сдам завтра». «Добро пожаловать, Андрей», — написала Светлана Валентиновна. «Надеюсь, ваш мальчик спокойный. У нас класс сложный, детки активные, особенно мальчики. Сами понимаете, переходный возраст, гормоны играют». За этой вежливой фразой я прочитал скрытую угрозу. Детки активные. Я знал, что это значит. Это эвфемизм для джунглей. Я пролистал чат выше, пытаясь понять расстановку сил. По фотографиям и репликам вырисовывалась иерархия. Были активистки, которые решали все. Были молчуны, которые просто переводили деньги. И были родители тех, кого называли проблемными. Внимание привлекла переписка двухдневной давности. «Виктор Петрович, угомоните уже своего Дениса. Он вчера опять у моей Маши пенал отобрал и в мусорку выкинул». Ответ пришел через 3 часа, короткий и грубый. «Сами разбирайтесь. Пацан растет. Нечего ябедничать». Виктор Петрович. Я запомнил это имя. Аватарки у него не было, просто серый силуэт, но от его сообщений веяло холодом и пренебрежением. Значит, Денис. Главный хулиган класса, которого боится даже мама Маши, а отец считает, что растить быдло — это норма воспитания. У меня засосало под ложечкой. Если в классе есть такой Денис, то Илья для него — идеальная мишень. Тихий, новенький, странно одетый, свежее мясо. Время тянулось мучительно медленно. Стрелки часов словно застряли в густом сиропе. Я заварил себе 3-й кофе, ходил из угла в угол, поправлял идеально стоящие книги на полке. В 1:45 я не выдержал, схватил ключи от машины и выбежал из дома, хотя ехать было 5 минут. У школьных ворот уже собиралась толпа. Мамы в пуховиках, бабушки с тележками, несколько отцов, уткнувшихся в телефоны. Я встал чуть поодаль, у старого тополя, подняв воротник куртки. Дождь прекратился, но воздух был пропитан сыростью и запахом прелых листьев и выхлопных газов. Звонок прозвенел, и через минуту двери школы распахнулись, изрыгая поток кричащих детей. Я напряг зрение, сканируя лица. Вот они, пятиклашки. Шумные, толкающиеся, с огромными рюкзаками, которые делают их похожими на черепашек-ниндзя. Я увидел Илью не сразу. Он вышел одним из последних. Не бежал, не смеялся. Он шел медленно, глядя под ноги, крепко сжимая лямки рюкзака. Его синяя водолазка была на месте, воротник поднят. Но что-то было не так. Я отец. Я считываю состояние сына по микроскопическим признакам, по наклону головы, по походке, по тому, как он держит руки. Илья шел так, будто нес на плечах не учебники, а мешок с камнями. Я шагнул навстречу. «Илья!» Он скинул голову. На долю секунды в его глазах мелькнуло облегчение, которое тут же сменилось привычной маской спокойствия. «Привет, пап!» Я быстро осмотрел его. Одежда целая, синяков на лице нет, руки не дрожат. «Ну как?» — спросил я, открывая перед ним дверь машины. «Живой?» «Нормально», — буркнул он, ныряя в салон. Это слово «нормально» я ненавидел больше всего. Оно было стеной, за которой могло скрываться что угодно. От «получил 5» до «хочу умереть». Мы ехали домой молча. Я включил радио, чтобы заглушить тишину, но веселая поп-музыка казалась кощунством,
и я вырубил звук. Илья смотрел в окно на проплывающие мимо серые пятиэтажки, магазины «Магнит» и аптеки. «Уроки сложные были?» — начал я издалека. «Нет, математичка строгая, но объясняет понятно. По-русскому диктант был. А ребята? Познакомился с кем-нибудь?» Илья замялся. Он начал теребить замок на куртке. Вжик, вжик, вверх, вниз. Нервный тик. «Да так. Спрашивали, откуда приехал. И все. Ну, спрашивали, почему я в водолазке. Сказали, что у них тепло. Мои руки сжали руль сильнее. Началось. И что ты ответил? Что горло болит, простыл. Поверили? Вроде да. Он замолчал, и я понял, что он чего-то не договаривает. Мы уже подъехали к дому, я заглушил мотор, но выходить не спешил. Я повернулся к сыну. «Илюх, посмотри на меня». Он неохотно повернул голову. В его глазах, карих, маминых глазах, стояла влага. Не слезы, нет. Илья разучился плакать 3 года назад. Это была влага унижения. «Кто?» — спросил я коротко. «Один пацан, Денис. Его все кабаном зовут, хотя он не толстый. Просто здоровый. Что он сделал?» «Ничего особенного». Илья отвернулся. «Просто, когда я шел к доске, он подножку поставил. Я не упал, удержался. А он на весь класс сказал: «Смотрите, мумия ходить научилась. Эй, мумия, ты чего так замотался? Сгнить боишься?» Меня обдало жаром. Ярость, горячая и темная, поднялась со дна души. «А учительница? Она слышала?» Она в журнале что-то писала. Сказала только: «Ковалев, прекрати болтать». Она не слышала, что именно он сказал. Или сделала вид. Мумия. Прозвище было дано. Меткое, жестокое, бьющее в самую суть. Дети обладают дьявольским талантом находить самые больные места. «Илья, послушай меня», — я говорил твердо, хотя внутри все дрожало. «Этот Денис просто дурак, который хочет внимания. Он проверяет тебя. Если увидит, что тебя это задевает, он не отстанет». «Я знаю, пап», — устало ответил сын. «Я ничего не сказал. Просто прошел мимо. Ты молодец. Ты все сделал правильно. Но если он тронет тебя хоть пальцем, пап, не надо». Перебил он меня, и в голосе прозвучал испуг. «Пожалуйста, не ходи в школу. Не будь батей. Если ты придешь разбираться из-за слов, меня засмеют. Папочкин сынок. Стукать. Я сам. Ладно? Пожалуйста». Я смотрел на него и понимал, что он прав. В жестоком мире подростковой иерархии вмешательство родителей — это ядерная бомба, которая уничтожает репутацию жертвы окончательно. Я должен был дать ему шанс справиться самому. Пока что. «Хорошо», — выдавил я. «Я не пойду. Но мы будем следить за ситуацией. Договорились?» «Да, пошли есть, я голодный». Мы поднялись в квартиру. Вечер прошел как обычно. Уроки, ужин, жареная картошка с сосисками, наш холостяцкий пир. Немного телевизора, но атмосфера изменилась. В воздухе повисло напряжение. Я видел, как Илья то и дело трогает шею через ткань водолазки, будто проверяя, надежно ли спрятан его секрет. Когда он лег спать, я долго сидел на кухне в темноте, слушая гудение холодильника. Я представлял себе этого Дениса, Ковалев, сынок того самого Виктора Петровича из чата. Яблоко от яблони. Я чувствовал, что это только начало. Мумия — это только проба пера. Они будут ковырять эту тему, пока не доберутся до мяса. Я взял телефон, нашел в чате контакт Виктора Петровича. Палец завис над кнопкой «Написать сообщение». Что я ему напишу? «Уйми своего щенка»? Это спровоцирует конфликт. Поговорите с сыном о толерантности? Смешно.
Такие люди, как этот Виктор, слово «толерантность» считают ругательным. Я заблокировал экран и отложил телефон. «Ладно», — прошептал я в темноту. «Посмотрим, кто кого». Мы с Ильей прошли через огонь. В прямом смысле. Неужели мы не справимся с одним школьным хамом? Я еще не знал, что огонь, через который мы прошли, имеет странное свойство. Он всегда возвращается. И иногда он возвращается в лице тех, от кого этого совсем не ждешь. За окном снова пошел дождь, смывая с города грязь, но не смывая страх, который поселился в моем сердце. Завтра будет новый день и новый бой. Ноябрь перевалил за экватор, и город окончательно погрузился в предзимнюю кому. Световой день сжался до нескольких серых часов. Мы уезжали в школу в темноте и возвращались в сумерках. Этот мрак за окном странным образом резонировал с тем, что происходило внутри нашей квартиры. С каждым днем пространство между мной и Ильей заполнялось ватой молчания. Раньше мы делились всем, даже мелочами. Теперь я чувствовал, как мой сын возводит вокруг себя невидимый бастион, кирпич за кирпичом, стараясь оградить меня от своей реальности. Первые тревожные звоночки были едва слышны. Пропавшая ручка Паркер, которую я подарил ему на 1 сентября, сказал, что потерял. Порванная лямка на сменке, сказал, что зацепился за гвоздь в раздевалке. Но я инженер. Я знаю, как работают механизмы, и знаю, как рвется ткань. Лямка была вырвана с мясом, с усилием, которое невозможно приложить случайно, просто зацепившись. Кто-то дернул. Сильно. Зло. Но Илья молчал. Однажды вечером, загружая стиральную машину, я достал из корзины его любимую синюю водолазку. Ту самую, его броню. На спине, в районе лопаток, прямо поверх рубцов, красовался грязный, отчетливый отпечаток подошвы. Рифленый протектор-кроссовка, въевшийся в ткань уличной грязью. Я стоял в ванной, сжимая эту ткань, и чувствовал, как у меня темнеет в глазах. Я живо представил эту картину. Мой сын лежит на полу, а кто-то стоит над ним, вдавливая ногу в его больную спину. «Илья!» — крикнул я, не сдержавшись. Голос эхом отразился от кафеля. Он прибежал из комнаты, испуганный, с книгой в руках. «Что? Что случилось?» Я сунул ему под нос водолазку. «Это что такое? Откуда след?» Илья побледнел. Его взгляд метнулся к грязному пятну, потом на мое лицо, потом в пол. «А, это на физкультуре. Мы в баскетбол играли. Я упал, а кто-то случайно наступил. Там суматоха была, пап. Я даже не заметил, кто». «Ложь», — прошептал голос в моей голове. «Случайно на спину не наступают так, чтобы остался полный отпечаток. Это был жест доминирования. Жест победителя над побежденным». «Случайно?» — переспросил я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри клокотало. «Илья, скажи мне правду. Это Денис?» Он дернулся, как от удара током. «Нет, при чем тут Денис, пап? Ты опять начинаешь? Я же сказал, играли, все нормально. Хватит меня контролировать, я не маленький». Он выхватил водолазку у меня из рук и швырнул ее обратно в корзину, затем развернулся и убежал в свою комнату. Щелкнул замок двери. Этот звук, щелчок язычка замка, стал саундтреком наших вечеров. Я остался стоять в ванной под гул набирающейся воды. Я знал, почему он врет. Он боится. Боится не только их, но и моей реакции. Боится, что я пойду разбираться, устрою скандал, и тогда его жизнь превратится в окончательный ад. Стукач, жалоба. В пацанском мире это клеймо страшнее шрамов. Но хуже всего было другое. Он думал, что бережет меня. Он видел, как я постарел после смерти Лены, и не хотел добавлять мне боли. Мой маленький, изувеченный герой пытался защитить отца.
От этого осознания мне хотелось выть. В первых числах декабря была годовщина. 7 лет. В тот день выпал первый настоящий снег. Мокрый, тяжелый, липнущий к стеклам. Я отпросился с работы, написал классному руководителю записку, что Ильи не будет по семейным обстоятельствам. Мы поехали на кладбище. Оно находилось за городом, в сосновом лесу. Здесь было тихо и торжественно. Только вороны каркали где-то на верхушках деревьев, встряхивая снежные шапки. Мы шли по узкой, расчищенной трактором аллее, хрустя снегом. Илья нес букет темно-бордовых роз, Лена любила именно такие. Я нес пакет с инструментами и термосом. Ее могила была ухоженной, но снег за ночь успел припорошить черный гранит памятника. С фотографии на нас смотрела молодая, смеющаяся женщина с такими же карими глазами, как у Ильи. Елена Андреевна Смирнова, любимая жена и мама. Даты. Короткая черточка между ними, вместившая всю нашу счастливую жизнь. Мы молча принялись за дело. Я сметал снег с надгробия, Илья расчищал плитку вокруг. Работа помогала не думать. Но когда мы закончили и поставили цветы в вазу, тишина стала оглушительной. Илья стоял, глядя на портрет матери. Он был в шапке, надвинутой на брови, и в объемном пуховике. Ветер кусал щеки, делая их пунцовыми. «Она была красивая», — тихо сказал он. Это не был вопрос. «Самая красивая», — ответил я, обнимая его за плечи. «И смелая. Ты очень на нее похож. Характером». Илья горько усмехнулся и опустил голову. «Я не похож на нее, пап. Она была нормальная, а я...» «Не смей так говорить». Я сжал его плечо сильнее. «Ты тоже нормальный. Шрамы — это просто кожа». Он резко высвободился из моих объятий и повернулся ко мне. В его глазах стояли слезы, злые и горячие. «Просто кожа? Пап, ты не понимаешь. Это не просто кожа. Это то, что делает меня уродом для всех. Ты не ходишь в школу, ты не видишь, как они смотрят, как будто я заразный, как будто я виноват в том, что выжил». Его крик разорвал кладбищенскую тишину. Вороны взмыли в небо. «Илья, почему ты меня вытащил, а ее нет?» — выкрикнул он то, что, наверное, мучило его годами. «Лучше бы я там остался, тогда бы мама была жива». Эти слова ударили меня сильнее, чем любой физический удар. Я задохнулся. Мир покачнулся. «Илья!» Мой голос сорвался на рык. «Никогда, слышишь? Никогда не говори так». Он испугался собственной вспышки. Его губы задрожали, он закрыл лицо руками в варежках и заплакал. Глухо, по-детски, всхлипывая. Вся его взрослая броня слетела, оставив маленького мальчика, которому больно и страшно. Я притянул его к себе. На этот раз он не сопротивлялся. Он уткнулся мне в куртку, и я чувствовал, как его трясет. «Прости, пап, прости. Я не хотел. Тише, родной, тише. Я знаю. Это просто усталость. Мы справимся. Мы совсем справимся». Мы стояли так минут 10, пока он не успокоился. Я гладил его по спине, чувствуя под пуховиком тот самый рельеф шрамов, и смотрел на портрет жены. «Видишь, Ленка», — мысленно говорил я ей, — «видишь, как нам херово без тебя? Помоги нам. Дай мне знать, что делать. Я теряю его. Я не знаю, как драться с врагом, которого он скрывает». В машине мы пили чай из термоса. Горячий, сладкий, с лимоном. Илья выглядел опустошенным, но спокойным. Истерика вышла, забрав с собой часть напряжения. «Пап», — сказал он, глядя в кружку, — «в школе там правда есть один парень. Денис». Я замер. Наконец-то. Тот, про которого ты говорил? Да, он настраивает всех против меня. Придумывает клички. Фредди, Шашлык, Мутант.
Другие повторяют. А кто не повторяет, те просто боятся с ним спорить. Я там один, пап. Совсем один. Он тебя бьет? Прямо спросил я. Не сильно. Толкнет, подножку поставит, учебники скинет. Но он сказал... Илья запнулся. Что он сказал? Сказал, что после Нового года устроит мне прожарку. Я не знаю, что это значит, но мне страшно. Я почувствовал, как холод кладбищенской земли проникает мне в кости. Прожарка. Это звучало как угроза физической расправы или публичного унижения. Спасибо, что сказал. Я накрыл его руку своей. Теперь я знаю. И теперь мы не будем просто терпеть. Только не ходи к директору. Снова завел он свою пластинку. Я не пойду к директору, твердо пообещал я. Директор тут не поможет. Тут нужно другое лекарство. Вечером того же дня я снова открыл родительский чат. Нашел контакт Виктор Петрович. Посмотрел на его пустую аватарку. Я хотел написать ему, вызвать на разговор. Но что-то меня остановило. Интуиция подсказывала, переписка ничего не даст. Такие люди, как этот Виктор, понимают только язык силы и личного присутствия. Мне нужно было увидеть его глаза. Но сначала я должен был собрать доказательства. Я не мог идти с пустыми руками. Следующие 2 недели превратились в шпионскую игру. Я стал встречать Илью прямо у дверей школы, хотя он и ворчал. Я внимательно слушал его рассказы, выуживая крупицы информации. Я узнал, что Денис ходит на секцию бокса. Плохо, значит, удар поставлен. Узнал, что он живет в соседнем квартале, в старых хрущевках. Узнал, что учителя действительно закрывают глаза на его выходки, потому что он же из неполной семьи. Мать ушла, отец один тянет. Сложная судьба. Сложная судьба. У моего сына тоже сложная судьба, черт возьми, но он не превращает жизнь других в ад. Развязка наступила внезапно, за неделю до зимних каникул. Я работал дома, заканчивая сложный проект, когда зазвонил телефон. Номер был незнакомый. «Алло? Андрей Владимирович?» Женский голос, тревожный, официальный. «Это школьная медсестра, Тамара Ивановна». У меня упало сердце. Что случилось? «Вы можете приехать? Илья у меня в кабинете. Ничего смертельного, не пугайтесь, но ему нужно домой. И, наверное, стоит показаться травматологу». Я не помню, как оделся. Не помню, как доехал. Очнулся я только, вбегая в школьный вестибюль, игнорируя крики охранника: «Бахилы! Мужчина! Бахилы!» В медицинском кабинете пахло спиртом и валерьянкой. Илья сидел на кушетке, прижимая к носу окровавленное полотенце. Его водолазка была порвана на вороте, обнажая край багрового рубца на шее. Рядом суетилась полная женщина в белом халате. «Пап», — промычал он через ткань, — «что произошло?» Я подлетел к нему, осматривая. Нос распух, под глазом наливался синяк. «Говорит, упал на лестнице», — скороговоркой проговорила медсестра, отводя глаза. «Но вы же понимаете, на лестнице так не падают». Я аккуратно убрал полотенце. Кровь уже остановилась, но вид был жуткий. «Кто?» — спросил я одними губами, глядя Илье прямо в глаза. Он молчал секунду, потом выдохнул, словно сдаваясь. «Ковалев и его друзья. В раздевалке перед физрой. Они хотели посмотреть. Хотели снять водолазку. Я не дался. Завязалась драка. Я выпрямился. Внутри меня наступила ледяная ясность. Больше никаких сомнений. Никаких подождем. Никакой педагогики. Время дипломатии закончилось. Началось время войны. «Собирайся», — сказал я сыну. «Мы едем в травмпункт. Снимаем побои. А потом?» — испуганно спросил он. «А потом...» Я посмотрел на свое отражение в стекле медицинского шкафа. Там был не инженер. Там был зверь.
у которого тронули детеныша. А потом мы пойдем в гости. Я знаю, где живет этот Ковалев, и я очень хочу познакомиться с его папой». Медсестра испуганно охнула, но я уже не слушал. Я вел сына к выходу, и каждый мой шаг отдавался в голове набатом. Я еще не знал, что этот поход в логово зверя станет самым важным поступком в моей жизни, и что правда, которую я там узнаю, окажется страшнее любого запугивания в школе. Травмпункт встретил нас запахом хлорки, старой краски и человеческого страдания. Очередь в кабинет рентгенолога тянулась, казалось, в бесконечность. Бабушки с загипсованными запястьями, мрачный мужик с перевязанной головой, мать с плачущим ребенком. Мы просидели там 3 часа. 3 часа я смотрел на распухший нос своего сына, который теперь отливал синевой, и чувствовал, как внутри меня застывает бетон. Врач, молодой парень с красными от недосыпа глазами, равнодушно посмотрел снимок на неготоскопе. «Перелом костей носа без смещения. Жить будет. Сотрясения вроде нет, но понаблюдайте. Справку для школы писать? Пишите для полиции», — глухо ответил я. Врач на секунду оторвался от бумаг, посмотрел на меня поверх очков, вздохнул и снова уткнулся в бланк. «Дело ваше, но мороки больше будет, чем толку». Когда мы вышли на улицу, уже стемнело. Снег перешел в ледяной дождь. Я отвез Илью домой, уложил в постель, дал обезболивающее. «Пап, ты куда?» — спросил он, заметив, что я не раздеваюсь. «В магазин. Хлеба купить», — соврал я. «Спи». Я вышел из дома, но поехал не в магазин. Я поехал в школу. Здание номер 42 в вечерних сумерках выглядело как неприступная крепость. Окна 1-го этажа горели теплым светом, но этот свет не грел. Я прошел мимо охраны, буркнув к директору, и поднялся на 2-й этаж. Кабинет директора. Массивная дверь, обитая дерматином. Я постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. За огромным Т-образным столом сидела женщина лет 50. Идеальная укладка, строгий костюм, очки в тонкой золотой оправе. Елена Сергеевна, директор школы. Рядом с ней, сжавшись на стуле, сидела наша классная руководительница, молоденькая Анна Петровна. Видимо, медсестра уже доложила о ЧП. «Добрый вечер», — ледяным тоном произнес я, кладя на полированную поверхность стола справку из травмпункта. «Это результат сегодняшнего педагогического процесса. Перелом носа». Елена Сергеевна медленно сняла очки, потерла переносицу и посмотрела на меня усталым взглядом чиновника, который видел 1000 таких бумажек. «Присядьте, Андрей Владимирович. Давайте без эмоций». Я не сел. Я остался стоять, нависая над столом. «Без эмоций? Моего сына избили в раздевалке. Группой лиц. Это уголовная статья, если бы им было по 18. Но им по 11, поэтому это называется детская шалость, верно? Я хочу знать, какие меры будут приняты в отношении ученика Ковалева». Директор вздохнула и переглянулась с классной руководительницей. «Андрей Владимирович, мы разбирались в ситуации», — начала она мягким, вкрадчивым голосом, от которого мне захотелось скрипеть зубами. «Дети говорят, что это был несчастный случай. Толкотня, игра. Илья неудачно повернулся. Неудачно повернулся на кулак? 3 раза подряд?» — перебил я. «Илья мне все рассказал. Ковалев и его свита пытались раздеть его, унизить. Это буллинг, Елена Сергеевна. Чистой воды». «Ну зачем же так сразу буллинг?» — поморщилась директор, будто я сказал неприличное слово. «У нас дружный класс. Просто Илья, понимаете, он новенький. Он немного замкнут, он не идет на контакт. И его одежда», — тихо вставила Анна Петровна. «Он всегда в этих водолазках. Дети любопытны. Это вызывает
нездоровый интерес. Может быть, если бы он одевался, как все, был бы более открытым. Я почувствовал, как пол уходит из-под ног. Я смотрел на этих двух женщин, педагогов, призванных сеять разумное и вечное, и не верил своим ушам. «Вы сейчас серьезно?» — прошептал я. «Вы обвиняете жертву? Вы говорите, что мой сын виноват в том, что ему сломали нос, потому что он носит водолазку? Мы никого не обвиняем», — жестко отрезал директор, меняя тон. «Мы пытаемся найти причину конфликта. Ковалев Денис — мальчик сложный, да. Растет без матери. Отец там специфический. Но Денис не злодей. Он лидер по натуре. А ваш Илья противопоставляет себя коллективу. «Я иду в полицию», — сказал я, разворачиваясь к двери. «Андрей Владимирович, постойте». Голос директора стал стальным. «Вы можете пойти в полицию. Ваше право. Но вы понимаете, чем это закончится? Ковалеву 11 лет. Уголовной ответственности нет. Его поставят на учет в комнату детской милиции. Отца оштрафуют на 500 рублей за ненадлежащее воспитание. И все. Но для школы это пятно. Проверки, комиссии. Вы настроите против себя весь педсовет и всех родителей. Илье учится здесь еще 6 лет. Вы хотите, чтобы он стал изгоем официально?» Я замер, держась за ручку двери. Она била по больному. Она знала систему, а я нет. Я был инженером, а она — бюрократом. В этой войне бумажек я был обречен на поражение. «Мы проведем беседу с Денисом», — смягчилась она, видя мое колебание. «Вызовем отца в школу. Примем меры дисциплинарного характера. Но не раздувайте скандал. Детям свойственно драться, помириться. Мальчишки же». «Мальчишки же». Эта фраза прозвучала как приговор. Универсальное оправдание любой жестокости. Я медленно повернулся к ним. «Вызовите отца, Виктора Петровича? И он придет?» «Мы направим уведомление», — уклончиво ответила Анна Петровна. «Обычно он занят». Я усмехнулся. Горько, зло. «Ясно. Уведомление, беседа, дисциплинарные меры. Спасибо. Я вас услышу». Я вышел из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь, хотя хотелось хлопнуть ею так, чтобы штукатурка посыпалась. Я шел по пустым темным коридорам школы. Мимо стендов гордой школы, мимо расписания уроков, мимо плакатов о вреде курения. Все это было фальшивкой, декорацией. Здесь не защищали детей. Здесь защищали рейтинги и свои кресла. Выйдя на улицу, я вдохнул ледяной воздух. Меня трясло. Не от холода, а от бессилия. Закон был на стороне малолетних садистов. Администрация умыла руки. Мой сын лежал дома с переломанным носом, а завтра ему снова придется идти в этот ад, где его будут ждать те же лидеры, почувствовавшие свою безнаказанность. Я сел в машину и ударил кулаком по рулю. Бип! Резкий звук клаксона вспугнул бродячую собаку. «Нет», — сказал я вслух, — «так не пойдет». Я достал телефон. Открыл родительский чат. Нашел профиль «Мама Маши», той самой женщины, которая жаловалась на Дениса в начале года. Я помнил, что она где-то упоминала, что живет в одном дворе с Ковалевыми. Я написал ей в личку: «Здравствуйте. Извините за беспокойство. Это папа Ильи. Вы не могли бы подсказать точный адрес Ковалевых? Мне нужно передать Денису учебники». Ответ пришел через минуту. Женская интуиция, видимо, сработала, и она поняла, что никакие учебники я передавать не собираюсь. Но адрес она написала: Лозостроителей, 14, квадрат 58, 3-й подъезд. Только будьте осторожны, Андрей. Там нехорошая квартира. Улица Строителей, самый край района, старые кирпичные пятиэтажки у промзоны.
Гетто местного разлива. Я завел мотор. Часы на приборной панели показывали 19:45. Самое время для визита вежливости. В моей голове не было четкого плана. Я не собирался бить ребенка. Я не собирался устраивать поножовщину с его отцом. Я просто хотел посмотреть в глаза человеку, который вырастил чудовище. Я хотел, чтобы он увидел меня, чтобы он понял, что у мумии есть защита. Но была одна проблема. Я не мог оставить Илью одного в таком состоянии. И я не мог врать ему. Я вернулся домой. Илья не спал. Он лежал в темноте, глядя в потолок. «Ты купил хлеб?» — спросил он тихо. «Нет». Я сел на край кровати. «Илья, вставай. Одевайся». «Зачем, в больницу?» «Нет, мы едем в гости, к Денису». Илья резко сел, схватившись за нос от боли. «Ты с ума сошел? Пап, нет! Не надо, они нас убьют!» «Не убьют. Пап, пожалуйста, ты же обещал!» Я обещал не ходить в директору. Я сходил, и это было бесполезно. Теперь мы будем решать проблему по-мужски. Одевайся, тепло. Я не поеду. Поедешь. Потому что ты должен видеть их лица. Ты должен перестать бояться призраков. Денис не монстр. Он просто мелкий пакостник. А его отец... Вот с отцом я поговорю. Это было жестоко тащить его туда. Я понимал это. Но я также понимал, что если сейчас мы спрячемся, если мы проглотим этот перелом, Илья останется жертвой на всю жизнь. Ему нужно было увидеть, как я сражаюсь за него. Не в кабинетах с бумажками, а в реальном мире. Через 20 минут мы вышли из дома. Илья дрожал. Я взял его за руку, крепко, до боли. «Я с тобой. Ничего не бойся. Просто стой рядом и молчи». Мы сели в машину и поехали в сторону промзоны. Улица Строителей встретила нас разбитыми фонарями, переполненными мусорными баками и мрачными силуэтами домов, похожих на гнилые зубы. Дом 14. Облезлая пятиэтажка. У подъезда стояла компания подростков, курила и ржала. Я припарковал «Форд» прямо у входа, включив дальний свет, чтобы разогнать тьму. «Сиди здесь», — сказал я Илье. «Если через 15 минут не выйду, звони в полицию». «Пап!» — он вцепился мне в рукав. Глаза полные ужаса. «Нет», — я передумал. Оставлять его в машине среди этих подростков было опаснее. «Идем со мной. Держись за спиной». Мы вошли в подъезд. Вонь мочи и старых кошек ударила в нос. Лампочка горела только на первом этаже. Мы поднялись на 3-й в полутьме. Квартира 58. Дверь была железная, но старая, обитая рейкой, местами прожженной зажигалками. Звонка не было. Я постучал. Громко. 3 раза. За дверью было тихо. Потом послышались тяжелые шаги, шуршание. «Кто там, мать вашу?» — прорычал грубый мужской голос. «Сосед», — коротко бросил я. «Открывай, разговор есть». Замок лязнул, дверь распахнулась. На пороге стоял он, Виктор Петрович. Огромный, под 2 метра ростом, в майке-алкоголичке, открывающий мощные, но уже начавшие дрябнуть бицепсы. На предплечье синяя татуировка ВДВ или что-то вроде того. Лицо красное, одутловатое, с 3-дневной щетиной. От него разило перегаром и дешевым табаком. Он окинул меня мутным взглядом, потом перевел глаза на Илью, который выглядывал из-за моего плеча, сверкая белым пластырем на носу. Глаза Виктора сузились. Он узнал. «Чего надо?» — буркнул он, не отходя от прохода. «Твой сын моему нос сломал», — сказал я спокойно, глядя ему прямо в переносицу. «Сегодня. В школе». Виктор хмыкнул, опершись плечом о косяк. «И чё?
Дети играют. Мой тоже с фингалами приходил. Не хрен ныть. Валите отсюда, пока целы». Он начал закрывать дверь. «Стоять!» Я выставил ногу, блокируя дверь. Адреналин ударил в голову. «Ты не понял. Я не жаловаться пришел. Я пришел спросить, ты мужика растишь или шакала, который стаей на одного нападает?» Виктор замер. Медленно, как медведь, он снова открыл дверь. Теперь в его глазах появилось что-то опасное. «Ты кого шакалом назвал, интеллигент? Ты берега не попутал?» Я назвал вещи своими именами. Твой сын — трус. И ты, видимо, тоже, раз научил его только толпой бить. Это было глупо, безрассудно, смертельно опасно. Но меня несло. «Ну все, ты договорился», — прорычал Виктор. «Заходи, оба заходите. Сейчас мы поговорим о воспитании». Он отступил назад, вглубь темного коридора, приглашая нас в свою берлогу. Илья сжал мою руку так, что я почувствовал его ногти через куртку. Назад пути не было. Я шагнул через порог. Металлическая дверь захлопнулась за нашими спинами с тяжелым, могильным гулом, отрезая нас от внешнего мира, от спасительной лестничной клетки, от здравого смысла. Щелчок замка прозвучал, как выстрел. Я почувствовал, как Илья вздрогнул всем телом, прижавшись к моей спине. Теперь мы были на его территории. В нос ударил спертый густой запах, который ни с чем не спутаешь. Запах застарелого табачного дыма, въевшегося в обои десятилетиями. Запах жареного лука, немытого тела и дешевого алкоголя. Это был запах безысходности, пропитавший стены этой квартиры, как плесень. «Ну, проходите, гости дорогие!» — с издевкой прохрипел Виктор, шаркая тапками по истертому линолеуму. «Обувь не снимайте, тут не Версаль!» Мы прошли по узкому, заваленному хламом коридору. Справа громоздился старый велосипед без одного колеса. На вешалке висели бушлаты цвета хаки, на полу валялись берцы. В мутном зеркале трюмо я мельком увидел свое отражение. Бледное лицо, сжатые в нитку губы и безумные глаза. Я выглядел не как угроза. Я выглядел как жертва, которая сама пришла на заклание. Виктор привел нас на кухню. Это было крошечное помещение, типичное для хрущевок. 6 квадратных метров, где двоим тесно, а троим нечем дышать. Окно было занавешено грязной тюлью, сквозь которую едва пробивался желтый свет уличного фонаря. Под потолком тускло горела лампочка без плафона, отбрасывая резкие дерганые тени. «Садитесь». Виктор кивнул на 2 табуретки у окна. Сам же он по-хозяйски опустился на шаткий стул во главе стола, покрытого липкой клеенкой с узором из подсолнухов. На столе царил хаос. Пепельница, переполненная окурками примы, надкушенный кусок черного хлеба, банка с мутными солеными огурцами и початая бутылка водки. Я сел, посадив Илью рядом с собой, ближе к стене, подальше от этого человека. Илья сидел, втянув голову в плечи, не снимая шапки, и смотрел в одну точку на клеенке. Его руки, спрятанные в рукава пуховика, мелко дрожали. Виктор достал из кармана мятую пачку сигарет, выбил одну, закурил. Едкий дым тут же заполнил пространство. Он выпустил струю дыма в потолок, прищурился и посмотрел на меня. В этом взгляде не было пьяной мути, как я ожидал. Там был холодный, расчетливый интеллект хищника. «Ну, излагай», — сказал он. «Чего тебе надо? Денег? Извинений? Или в морду дать хочешь?» Я старался дышать ровно, чтобы голос не дрожал. «Я хочу, чтобы твой сын оставил моего в покое. Сегодня он сломал Илье нос. Завтра что? Глаз выбьет». Виктор усмехнулся, стряхивая пепел прямо на пол. «Сломал нос. Громко сказано. Юшка потекла. Это не перелом. Это закалка. Это перелом». Я достал из кармана справку и швырнул ее на стол,
прямо в лужице пролитой водки. «Читай. Травмпункт, рентген». Он даже не взглянул на бумажку. «Я этими бумажками подтираюсь», — спокойно ответил он. «Ты мне скажи, мужик, ты зачем пацана своего позоришь? Притащил его сюда, прячешь за спиной. Он у тебя кто, баба или инвалид?» «Не смей», — тихо сказал я. «Что, не смей?» Голос Виктора повысился, наливаясь агрессией. «Я своего Деньку воспитываю так, чтобы он с зубами грыз, если надо. Жизнь она такая, брат. Или ты грызешь, или тебя. А твой...» Он пренебрежительно кивнул в сторону Ильи. «Ходит закутанный, как мумия, глаза в пол, тряпка. Конечно, его будут бить. Таких всегда бьют. Это закон природы». В этот момент в дверном проеме кухни появилось движение. Я повернул голову. Там стоял Денис. Тот самый, кабан. Крепкий, коренастый пацан с короткой стрижкой. Он был в домашних трениках и майке. Но здесь, в этой квартире, он не выглядел как школьный король. Он стоял, прислонившись к косяку, и в его позе читался тот же страх, что и у моего сына. Он боялся отца. «Денис!» — рявкнул Виктор, не оборачиваясь. «Иди сюда!» Мальчик вздрогнул и медленно вышел в кухню. «Да, пап?» «Ты этому!» — Виктор ткнул пальцем в Илью. «Нос ломал!» Денис перевел взгляд с отца на меня, потом на Илью. Его глаза бегали. Мы просто толкались, он сам упал. Об скамейку. Я не специально». «Слышал?» — Виктор повернулся ко мне, расплываясь в кривой, самодовольной ухмылке. «Сам упал. Неувязочка у тебя, папаша. Мой пацан говорит «сам», значит «сам». «Он врет», — твердо сказал я, глядя не на Виктора, а на Дениса. Мальчишка сжался под моим взглядом, опустив глаза в пол. «И ты знаешь, что он врет. Ты учишь его быть сильным, но учишь быть подлецом». Виктор резко ударил ладонью по столу. Банка с огурцами подпрыгнула, расплескав рассол. «Слышь ты! Ты мне мораль читать пришел? В моем доме!» Он подался вперед, и его тяжелое дыхание ударило мне в лицо. «Ты посмотри на своего заморыша. Сидит, трясется, в куртке, в шапке. На улице +2, а он закутан, как капуста. Конечно, его шпыняют. В стаде, брат, слабых затаптывают. Это закон. Если он выглядит как жертва, он будет жертвой». «Он не жертва», — процедил я сквозь зубы. «Да ну!» Виктор расхохотался, и этот смех был похож на кашель. «А кто он? Боец? Воин? Ты посмотри на него. Мумия, правильно его дразнят. Забинтованный весь, спрятанный. Ты растишь бабу, мужик. Тепличное растение. А мой Денис, он жизнь учит». Я почувствовал, как внутри меня лопнула последняя струна. Терпение, страх, сомнения — все сгорело в одну секунду. Осталась только ледяная решимость. Он назвал моего сына слабым. Он назвал его тепличным. Он думал, что Илья прячется от мира, потому что боится. Он не знал, что Илья прячется, потому что мир уже однажды попытался сжечь его заживо. Я медленно встал. Ноги были ватными, но я заставил себя выпрямиться во весь рост. «Илья», — сказал я. Голос прозвучал чужим, металлическим. Сын поднял на меня испуганные глаза. «Что? Встань». «Пап, не надо», — прошептал он, догадываясь, что я задумал. В его глазах плескался ужас. «Встань, я сказал!» Рявкнул я так, что даже Виктор заткнулся и с интересом посмотрел на нас. Илья медленно, как во сне, поднялся со стула. «Сними куртку», — приказал я. «Папа, пожалуйста». Слезы покатились по его щекам. «Не надо, я не хочу». «Снимай!» Я шагнул к нему и сам рванул молнию пуховика. Пусть он посмотрит. Пусть этот герой посмотрит, кого он называет слабаком. Илья всхлипнул, но позволил мне стянуть с него куртку.
Осталась синяя водолазка. Та самая, с порванным воротом. «И это тоже», — сказал я, глядя на Виктора. Тот сидел, нахмурившись, держа стакан с водкой в руке, не понимая, что происходит. «Ты хотел видеть, почему он закутан? Смотри». Я развернул Илью спиной к Виктору. Мои руки дрожали, когда я взялся за край водолазки. «Прости меня, сынок», — шепнул я ему в затылок. «Но так надо». Я резким движением задрал ткань вверх, оголяя спину. В тусклом свете кухонной лампочки шрамы выглядели еще страшнее, чем обычно. Багровые бугристые рубцы, стянувшие кожу в уродливый узел, блестели, словно расплавленный воск. Это было зрелище не для слабонервных. Это была карта боли, выжженная огнем на теле маленького ребенка. В кухне повисла тишина. Такая плотная, что, казалось, воздух загустел, и его невозможно вдохнуть. Я смотрел на Виктора. Я ждал чего угодно. Отвращения, новой насмешки, брезгливости. Но произошло то, чего я никак не мог предвидеть. Мужчина напротив меня пошатнулся, будто получил невидимый удар под дых. Тяжелый граненый стакан с недопитой водкой выскользнул из его огрубевших пальцев, ударился о клеенку, но не разбился, а покатился, проливая прозрачную жидкость на пол. Лицо Виктора, всего секунду назад, багровое от гнева и самоуверенности, вдруг посерело, превратившись в застывшую маску животного ужаса. Его глаза расширились так, что стали видны белки, пронизанные красными прожилками. Взгляд намертво прикипел к спине моего сына. Он попытался встать, но ноги его не слушались. Он просто осел на стуле, хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Господи Иисусе!» — прохрипел он едва слышно, и в этом сдавленном звуке было столько концентрированной боли, что мне самому стало физически трудно дышать. Я опустил водолазку Ильи, прикрывая его наготу. Сын стоял, опустив голову, и тихо плакал. «Что?» — спросил я агрессивно, все еще находясь в пылу атаки. «Не нравится? Страшно? Это мой сын получил в 3 года. Пожаря. Пока твой учился ходить, мой учился заново кожу наращивать. Так кто из них слабак, Виктор? Кто?» Но Виктор меня не слышал. Он смотрел сквозь меня, сквозь стены этой прокуренной кухни, куда-то в прошлое. Его руки тряслись так сильно, что он сцепил их в замок, чтобы унять дрожь. «Август», — прошептал он. 2016. Поселок Заречный. Улица Лесная, дом 5. Деревянный сруб. Я замер. Мое сердце пропустило удар. Потом еще один. «Откуда?» — мой голос сел. «Откуда ты знаешь адрес?» Виктор поднял на меня глаза. В них стояли слезы. Не пьяные, мутные слезы, а настоящие, горькие, мужские слезы, которые сжигают душу. «Я там был», — сказал он. «Я был командиром 2-го расчета. Мы приехали первыми». Мир вокруг меня качнулся, стены кухни поплыли. Я смотрел на этого опустившегося, грубого мужика в майке-алкоголичке и пытался сопоставить его с тем образом, который жил в моей памяти 7 лет. Образ спасателя в маске, в боевке, который вынес Илью из огня. Я никогда не видел его лица. Было темно, дым, паника, скорая. «Это ты?» — выдохнул я. Виктор закрыл лицо огромными ладонями. «Крыша уже поехала», — заговорил он быстро, сбивчиво, словно исповедуясь. «Мы вошли, там пекло было, градусов 600. Я слышал детский плач. Нашел его в углу, за диваном. Схватил, прижал к себе, боевка дымилась. Вынес, передал медикам. Хотел назад, там женщина кричала. Мать». Илья перестал плакать. Он медленно повернулся и смотрел на Виктора широко раскрытыми глазами. Денис, стоявший в углу, тоже замер, открыв рот. «Я пошел назад», — продолжал Виктор, раскачиваясь на стуле. Но балка рухнула, перекрыла вход.
Вода кончилась в цистерне, гидрант не работал. Я слышал, как она кричала, а потом замолчала. Он убрал руки от лица. Я 7 лет этот крик слышу, мужик. Каждую ночь. Я запил из-за этого. С работы ушел. Жена не выдержала, ушла, оставила меня с Денькой. Я думал, я обоих не спас. Думал, пацан тоже того. В ожоговом умер. Слишком уж сильно он обгорел у меня на руках. Он посмотрел на Илью. Взгляд его изменился. Теперь в нем было благоговение. «Живой», — прошептал он. «Живой, чертяка». Тишина на кухне стала другой. Она перестала быть враждебной. Она стала звенящей, наполненной электричеством судьбы. Мы все 4 стояли в центре воронки, которая закрутилась 7 лет назад и теперь, наконец, сомкнулась. Я медленно опустился на табуретку. Ноги больше не держали. «Мы выжили», — сказал я тихо. «Долго лечились. Пересадки, операции. Лена погибла сразу. Ты не мог ее спасти. Эксперты сказали угарный газ. Она не мучилась». Виктор судорожно вздохнул. «Не мучилась? Ты правду говоришь?» «Я читал заключение», — солгал я. Или сказал полуправду. В заключении было написано «отравление продуктами горения». Но никто не знает, что чувствует человек в последние секунды. Однако сейчас, глядя на трясущегося гиганта, я понимал. Ему нужна эта ложь. Ему нужно это отпущение грехов. Иначе он просто умрет прямо здесь, за этим липким столом. Она уснула, Виктор. Угарный газ усыпляет. Она ничего не почувствовала. Огонь до нее добрался уже потом. Виктор издал звук, похожий на всхлип раненого зверя. Он схватил бутылку, плеснул себе в стакан, не попадая в края, и залпом выпил. Потом вытер рот тыльной стороной ладони и посмотрел на меня уже совершенно ясным, трезвым взглядом. «Спасибо», — глухо сказал он. «Спасибо, что сказал». Он тяжело поднялся со стула. Стул жалобно скрипнул. Виктор подошел к Илье. Мой сын инстинктивно отшатнулся, прижавшись к стене. Но я положил руку ему на плечо, давая понять «не бойся». Виктор опустился перед Ильей на одно колено. Теперь их глаза были на одном уровне. Огромный, грубый мужик и маленький, испуганный мальчик. «Значит, Илюха», — прохрипел Виктор, — «Илья. А я тебя запомнил совсем крошечным. Ты в одеяле был, в синем таком. Орал, как резаный. И правильно орал. Жить хотел». Он протянул руку. Огромную лапу с мозолями и въевшимся мазутом, и осторожно, почти невесомо коснулся плеча Ильи, там, где под водолазкой начинались рубцы. «Ты прости меня, пацан», — тихо сказал он. «Прости, что мамку не вытащил. Не смог я. Слабый оказался». «Вы меня вытащили», — вдруг сказал Илья. Его голос дрожал, но звучал отчетливо. «Папа рассказывал. Пожарный вынес. Это были вы?» Виктор кивнул, глотая ком в горле. «Я... Только какой я герой. Видишь?» Он обвел рукой грязную кухню. Во что превратился? Спился, озлобился. Сына вот... Он запнулся и резко обернулся к Денису. Денис стоял у двери, бледный как полотно. Вся его спесь, вся его хулиганская бравада слетела, как шелуха. Он смотрел на отца с таким выражением, которого я раньше не видел у подростков. Смесь страха, удивления и стыда. Он впервые видел отца плачущим. И впервые слышал эту историю не как пьяный бред, а как реальность, подтвержденную живыми свидетелями. «Денис, иди сюда».
— позвал Виктор. Голос его больше не был угрожающим. Он был усталым и очень серьезным. Денис подошел, шаркая ногами. Встал рядом с отцом. «Ты видел спину?» — спросил Виктор, кивая на Илью. «Видел», — еле слышно буркнул Денис. «И что ты подумал? Что он урод? Что он мумия?» Денис молчал, глядя в пол. «Смотри на меня!» — Виктор взял сына за подбородок и поднял его лицо. «Слушай меня внимательно, сын. То, что ты видишь у него на спине, — это не уродство. Это метка того, что он прошел через ад. Там, в том доме, плавилось стекло. Железо скручивалось, а он выжил. Его кожа сгорела, чтобы душа осталась». Виктор встал, возвышаясь над обоими мальчишками. «Ты называл его слабаком, потому что он не дает сдачи? Потому что он молчит?» Виктор горько усмехнулся. «Дурак ты, Денька. И я дурак, что не объяснил. Сила — это не кулаками махать в раздевалке. Сила — это жить с такой болью каждый день и не сломаться. Он каждый день надевает эту водолазку как броню и идет в бой. А ты? Ты толпой на одного. Кто из вас мужик?» На кухне повисла тишина. Денис покраснел так, что уши загорелись. Он перевел взгляд на Илью. В этом взгляде больше не было презрения. Там было осознание. «Я не знал», — прошептал Денис. «Батя, я правда не знал. Ты же никогда не рассказывал про мальчика. Только про женщину». «Мой косяк», — Виктор вздохнул и потер лицо руками. «Мой. Я сам хотел забыть». Он повернулся ко мне. «Андрей Владимирович, да? Ты извини за интеллигента. И за дверь, и за все». «Забыли», — ответил я, чувствуя, как адреналин отпускает, уступая место дикой усталости. «Главное, чтобы дети поняли». Виктор снова посмотрел на сына. «Денис, ты знаешь, что делать». Денис помялся, ковыряя носком тапка линолеум. Это был самый трудный момент для любого пацана — признать свою неправоту перед тем, кого ты считал ниже себя. Он сделал шаг к Илье. «Эй!» — начал он, не глядя в глаза. «Слышь, но это... Извини за нос. И за мумию. Я дебил, короче». Илья шмыгнул разбитым носом. Он смотрел на своего мучителя, и я видел, как в нем происходит борьба. Страх боролся с великодушием. «Ладно», — наконец сказал Илья, — «проехали. Нос заживет». «Больно?» — вдруг спросил Денис, кивнув на спину. «Ну, вообще». «Бывает», — честно ответил Илья, — «когда погода меняется или когда бьют». Денис дернулся, как от пощечины. «Больше никто не тронет», — буркнул он, глядя из-под лобья. «Кто рыпнется, будет со мной иметь дело. Зуб даю». Виктор, наблюдавший за этим, вдруг хлопнул в ладоши. Громко, раскатисто. «Ну вот и порешали. Мужской разговор. Так, мужики». Он суетливо оглядел стол, смахнул окурки в ведро, убрал водку. «Чай будете? У меня торт есть. Вафельный. Сухой, правда, но с чаем пойдет. Негоже гостей так отпускать». Я хотел отказаться. Я хотел схватить Илью и бежать из этой квартиры, из этого района, вернуться в наш безопасный мирок. Но я посмотрел на Виктора. В его глазах была мольба. Он не хотел оставаться один со своими демонами прямо сейчас. Ему нужно было закрепить этот мир. Ему нужно было почувствовать себя не пьяницей, а хозяином дома, отцом, человеком. И я посмотрел на Илью. Мой сын, который еще час назад дрожал от ужаса, сейчас сидел на табуретке и осторожно расстегивал куртку, потому что на кухне было жарко. Он перестал бояться. «Будем», — сказал я, расстегивая свою куртку. «Только чай покрепче, Виктор Петрович». День был долгий. Мы просидели у них еще час. Это было самое странное чаепитие в моей жизни. В прокуренной кухне под тусклой лампочкой
За столом с липкой клеенкой сидели 4 людей, связанных одной трагедией. Виктор оказался неплохим рассказчиком, когда протрезвел. Он рассказывал о службе, о пожарах, стараясь обходить страшные подробности, но делая упор на технику, на машины. Мальчишки слушали. Илья, который всегда интересовался механизмами, даже задал пару вопросов про гидравлику пожарной лестницы. Денис смотрел на отца с гордостью, которую, наверное, давно потерял и теперь обрел вновь. Между мальчиками лед таял медленно, но верно. «А ты в Майнкрафт играешь?» — спросил Денис, когда взрослые замолчали. «Немного», — ответил Илья. «Я больше по модам. Сам сервера настраиваю». «Да ладно!» — глаза Дениса загорелись. «Серьезно? А мне поможешь? А то у меня лагает постоянно». «Посмотрю», — важно кивнул Илья. «Может, у тебя железо не тянет. Какой комп?» Я слушал их диалог и не верил ушам. Обычный пацанский треп. Компьютеры, игры, ютуберы. Словно не было месяцев травли, словно не было сломанного носа. Дети удивительно отходчивы, если убрать источник агрессии. А источником был не Денис. Источником была боль Виктора, которая транслировалась на сына, превращая его в волчонка. Теперь, когда гнойник вскрылся, яд ушел. Когда мы уходили, Виктор вышел проводить нас на лестничную клетку. Он был трезв, хотя выпил полбутылки до нашего прихода. Шок выжег алкоголь. Он протянул мне руку. Ладонь была жесткой, как наждак. «Андрей, ты это...» Он замялся. «Ты заходи, если что. Или звони. Я теперь по-другому буду. С Денькой займусь. Может, в секцию его верну? И пить брошу. Слово даю». «Я верю», — сказал я, отвечая на рукопожатие. «Спасибо тебе, Виктор. За Илью. Тогда». «Не за что». Он грустно улыбнулся. «Жалко, что так вышло с женой твоей. Прости еще раз». Мы спустились вниз. На улице пошел снег. Крупный, пушистый, новогодний. Он укрывал грязь, мусорные баки и серый асфальт белым одеялом. Воздух был чистым и свежим. Мы сели в машину. Илья молчал, глядя на освещенные окна 3-го этажа. «Ну как ты?» — спросил я. «Странно, пап», — задумчиво ответил он. «Он такой огромный». А плакал. Взрослые тоже плачут, Илья. Особенно, когда им очень больно. Я понял. Что ты понял? Что Денис не злой. Он просто несчастный был, как и его папа. Я посмотрел на сына. За этот вечер он повзрослел на год. Он увидел изнанку жизни. Увидел, что за агрессией часто стоит боль, а за страшной внешностью — добрая, но изломанная душа. «Пап», — сказал он, когда мы выезжали со двора, — «я завтра в школу пойду». «С ума сошел? У тебя нос сломан, синяки под глазами будут к утру». «Ничего, я пойду. Я хочу». «Почему?» Денис обещал, что никто не тронет. Я ему верю. И еще он помолчал. Я больше не хочу прятаться. Ну, водолазку надену, конечно, холодно же, но бояться не буду. Я улыбнулся. Впервые за долгое время я улыбнулся по-настоящему, легко. «Хорошо, пойдешь. Только справку от физкультуры я тебе напишу на месяц». Договорились. Следующие полгода пролетели как один день. Жизнь вошла в новую колею, но это была уже не колея выживания, а колея нормальной жизни. Денис сдержал слово. В первый же день после нашего визита, когда Илья пришел в класс с заклеенным носом, и кто-то из задних парт хихикнул: «О, Майкл Джексон пришел!» Денис встал. Он просто встал, повернулся и посмотрел на шутника тяжелым взглядом. «Рот закрой», — сказал он тихо. «Илья свой. Вопросы есть?»
Вопросов не было. Иерархия в классе перестроилась мгновенно. Если кабан сказал «свой», значит «свой». Но самое удивительное было не в этом. Денис не просто крышевал Илью. Они действительно сдружились. Это была странная дружба противоположностей. Отличник-интроверт и хулиган-спортсмен. Илья подтягивал Дениса по математике и информатике, а Денис учил Илью подтягиваться на турнике и давать сдачи. Я видел, как меняется мой сын. Он распрямился, перестал втягивать голову в плечи. Он все еще носил закрытую одежду, но теперь это был стиль, а не убежище. Он начал улыбаться. У него появились другие приятели, потому что, когда ты дружишь с лидером, ты автоматически попадаешь в круг общения. А что касается Виктора, мы не стали лучшими друзьями. Мы слишком разные. Но мы стали добрыми соседями. Я пару раз помогал ему с документами на субсидию, а он починил мне подвеску на Форде в своем гараже, отказавшись брать деньги. «Свои же люди», — буркнул он тогда, вытирая руки ветошью. Он действительно бросил пить. Не сразу. Были срывы. Но он держался. Устроился в частную охрану, начал выглядеть опрятнее. Денис гордился им. И это было лучшим мотиватором, чем любые кодировки. Май. Конец учебного года. Теплый, пахнущий сиренью и пылью вечер. Мы сидим во дворе на лавочке, я и Виктор. Рядом, на спортивной площадке, мальчишки гоняют мяч. Илья, конечно, не Роналду. Он больше стоит на воротах. Но он там. Он в игре. Он кричит, машет руками, смеется. Денис носится по полю, командует, пасует Илье. «Хорошо стоят», — говорит Виктор, закуривая. Теперь он курит дорогие сигареты, и от него пахнет не перегаром, а одеколоном. «Хорошо», — соглашаюсь я. Я смотрю на Илью. Солнце светит ему в спину. Я знаю, что под футболкой, да, он теперь носит футболки, пусть и с высоким воротом, все еще та же карта боли. Шрамы никуда не делись. Они останутся с ним навсегда. Как и память о маме, как и память о том пожаре. Но теперь эти шрамы значат другое. Раньше они были знаком трагедии, клеймом жертвы. Теперь это, как сказал Виктор, метки воина. История о том, что огонь может сжечь кожу, но не может сжечь человека, если рядом есть тот, кто подаст руку. «Знаешь, Андрюха», — Виктор выпускает дым в синее небо, «я ведь тогда, 7 лет назад, думал, что жизнь кончилась, что я убийца, раз не спас. А выходит, я жизнь спас. И не одну. И я смотрю на него, на его грубое лицо, на котором тоже есть шрамы, морщины от боли и вины. «Ты спас 4 жизни, Витя», — говорю я. Его, свою, Дениса и мою, наверное, тоже. Он молчит, только кивает. Мяч вылетает с поля и катится к нашим ногам. Илья бежит за ним. Он запыхался, лицо красное, волосы взъерошены. Он счастлив. «Пап, дядь Вить, видели, как я поймал?» «Видели, сын?» — кричу я. «Молодец! Красавчик!» — добавляет Виктор, показывая большой палец. Илья хватает мяч и бежит обратно к друзьям. Я смотрю ему вслед. Говорят, время лечит. Это неправда. Время просто учит жить с болью, как с хронической болезнью. Она никуда не уходит. Она просто становится частью ландшафта твоей души. Мы все здесь раненые. Я, потерявший жену, Виктор, потерявший покой, Илья и Денис, потерявшие детство слишком рано. Но мы научились перевязывать раны друг друга, и оказалось, что это самое главное. Я достаю телефон. На заставке фото Лены. Она улыбается. «Смотри, родная», — думаю я, — «у нас все хорошо. Мы справились. Мы выжили». Солнце садится за крыши панельных домов,
окрашивая мир в золотой и багряный. Света огня. Но этот огонь больше не жжет. Он греет. «Ну что, по домам?» — спрашивает Виктор, туша сигарету. «Завтра на смену рано. Пойдем», — я встаю. «Илья! Денис! Домой!» Мальчишки машут нам и бегут к подъезду, толкаясь и смеясь. Мы идем следом. Два отца. Два взрослых мужика, которые нашли в себе силы простить себя и друг друга. История о шрамах закончилась. Началась история о жизни.